общем, судить по этой фонограмме, я думаю, в целом группа пока не стоит. Группа «Магистрат», чтобы все уже знали, кого мы обсуждаем. Вот, потому что группа, в принципе, пошла уже дальше, вперед, и стилистически, и в содержании своей музыки. Вот. Но что можно сказать здесь? Фонограмма, в общем-то, характеризует коллектив, в общем-то, я думаю, гораздо шире, чем многие мы себе представляем. Вот, поскольку группа получила широкую известность как хэви-метал группа, а тут такая интересная баллада. Вот, ну, может быть, кто-нибудь еще может что-нибудь добавить к сказанному. У меня вот с этой песней интересный момент связан, никто не знает. Значит, мне принесли записи московских групп. Центр группы, значит, там было и так далее, и так далее. Я слушал, что-то, ну, не то. Вдруг раз эта вещь идет. Я даже не знал, что это такое, честно говоря. Я говорю, вот, ребята, говорю, есть же у них хорошая группа. Мне говорят, так это же ваша группа Минская. Я говорю, какая? Ну, вот, Магистрат, да. Так и, не, я не знаю, так я их раньше знал, но просто впечатление было такое. Я сначала думал, это машина времени, там, что-то такое хорошее, такое солидное. А это наши люди, оказывается, ну. В связи с этим хотелось просто добавить. Иногда белорусские группы действительно никто не может сказать, что это белорусские. Вот, кстати, новая программа группы будет белорусская, именно на белорусские тексты. Я думаю, уже не смогут спутать ни с «Машиной времени», вот, потому что язык будет влиять и на стиль группы. Вот. Ну, сейчас, я думаю, скажет немножко руководитель группы Игорь Гапанович. Ну, что тут можно говорить? Это наша старая программа. Сейчас мы делаем полностью программу на белорусском языке. Помогают нам в этом деле некоторые белорусские поэты. А зачем вы создали свой клуб? Иванов Андрей, руководитель группы «Близняты». В общем, это веление самого времени. Без клуба каждая группа это все-таки меньше возможностей, меньше сил. А когда вместе объединяешься, это и обмен опытом, и творческое какое-то взаимодействие. Вот. И одновременно, и больше возможностей выступать. Марков Иван, руководитель группы «Бонда». И, на мой взгляд, немаловажная, так сказать, вещь, которая будет происходить в этом клубе, это, так сказать, аттестация произведений молодых исполнителей, молодых композиторов начинающих. А почему в ваш клуб пришел молодежный центр? Анатолий Мельгуй, президент рок-клуба «Няміга». Справа в тим, що наше музичне об'єднання з'являється неформальним об'єднанням музикантів. Як ви ведаеце, у самадзейных музыкантаў шмат праблем, і гэта музычнае, выбачайце, аб'яднанне клубаў, якое створана пры ЦК КСМБ, дапаможа музыкантам наших беларускіх груп набыць не толькі свой творчы нейкі почерк, твар, але і вырашыць шматлікія тэхнічныя і металлагічныя праблемы. Зайченко Владимир. Вот на вопрос, например, что дает нам клуб, я бы хотел еще немножко поставить такой ответ. Значит, вот очень много сейчас западной музыки у нас идет. Буквально на нас шквал такой обрушивается. И лично для меня, например, рок-клуб, я думаю, что это как одно из методов выражения, что мы тоже что-то можем, что, ну, тоже мы что-то играем, и что-то свое, хорошее надо поставить, не только слушать там, вот, допустим, западные все вещи. Ну, в конце концов, ребята же сами сочиняют, сами что-то играют. И в какой-то степени, да, популяризация советской музыки, в конце концов. Если у нас, в общем-то, никто раньше не обращал на это внимания, то сейчас, по-моему, самый момент. Вот об этом все говорят, в газетах пишут. Что в какой-то степени мы должны вот сами поставить свои вещи, как-то даже противопоставить, может быть, той музыке, которая на нас обрушивается вот из эфира с Запада.